Здравствуйте, друзья! Итак, у нас прилетел самолет из Якутска с 4 везунчиками. Это той, которого спасли и не дали усыпить. Это лабрик Лесси. Это щенок из сугроба, назвали Фрея. И очень славный и несчастный рыжий Шурик. По стечению обстоятельств все эти собачки были выкинуты в мороз минус 40 50 градусов, а мы уже подбирали с мороза, из сугробов, привязанных от забора, дрожащих. В общем, не знаю, как надо было пройти мимо них, и из-за того, что нет денег, оставить их умирать. Вот смотрю на них, уже отогревшихся, благодарных, ручных, таких несчастных от рук человека, и понимаю, что и спасать-то не на что. Перевозить, содержать, прививать, стерилизовать, как много надо. Но как не забрать этих детей и приговорить их к смерти? Вот это ответ на вопрос, зачем я наспасала много. Иногда его задают. Если их некуда девать, вот так они прибавляются. Случайно, ненароком, как между прочим. Но они прибавляются. Вот это прилетевший яркий тому пример. А прилетевших трое и один маленький салон. Я поэтому заранее всегда спрашиваю. Так, это лабрик у нас. Это из сугроба замерзающий и привязанный к забору. Бедный несчастный малыш. Все три малыша. Это мальчик или девочка, интересно? Катя, господи, пойдем. Пойдем, никто тебе больно не сделает. Пойдем. Ну все, ты уже в добрые ручки попал. Глаза. Угу. Ты уже в добрые ручки. Тебя никто не обидит. Мой хороший. Пока все приехали на передержку, голодные, но благодарные. Посмотрите, как они себя ведут дома, как будто всю жизнь здесь жили. Спасибо этим людям, кто откликается, их единицы, этих драгоценных людей. Спасибо им огромное, что они приняли. Кто-то писает из них с кровью, цистит, простужены. Пытаемся решить с анализами. Кого-то надо срочно кастрировать, организовать выезд к врачу, лабрику забронировать и оплатить машину в другой город. И в 5 утра везти на эту машину. Щенку из сугроба надо где-то жить 3 месяца, пока титры, пока карантин. 3 месяца, пока картина не ясна. Пока щенулька кашляет, видимо, простыла под крылом самолета. Как много надо всего организовать. Организовать то, чего пока нет. И ясности нет. Может, кто-то откликнется из квартирных передержек. Почему таких людей единицы? Раз, два. Очень-очень нужна нам помощь с передержкой. Пожалуйста, откликайтесь. Знаете, это очень маленькое существо. Это даже не кошка. Его можно сравнить с мышонком. Он размером с ладошку. Вот размер ладони. Вот он. 2 месяца. Даже страшно к нему прикасаться. Давай, вот смотри, пюрешечка, давай. Ну, пожалуйста, покушай. А, ты даже еще и есть-то не можешь. Тебя что, кормить из шприца, что ли? Я не поняла. Не, малыш. Ну, малыш, а как ты будешь кушать? И куда ты хочешь? Ой, на ручки, может быть? Только тебя на ручки надо таскать. Но он весит примерно грамм 300, наверное. 200, 300. Нет, ну, может, полкило. Нет, 300. Вот какие мы чудо-мальчики. Да. Но это в 5 раз меньше, чем кошка. Друзья, также прилетел тойчик, спасенный от усыпления. Откликнулось на него много желающих, и спасибо всем большое. Но пришлось выбирать одну семью, которая готова обследовать и оплачивать, скорее всего, дорогую операцию, порядка 100 тысяч. Проблема все-таки есть. Не просто хромота, как изначально мне сказали, а вывих коленной чашечки, то есть двухсторонняя пателла, вальгус бедренных костей. Патология типична для мелких пород и имеет врожденный или наследственный характер, проявляясь хромотой или подпрыгивающей походкой. Лечение чаще всего хирургическое. Поэтому он уже в семье будут обследовать.
Бегает. Эй! Лола, я должна была заснять тебя, как ты бежишь по снегу, а не как я иду вот так. Друзья, вы также спрашивали, ну кто помнит, про Краснодарскую четверку, приехавшие в конце января в Москву. О них я вам рассказывала. Это две черные сестрички, одна сразу в семью Лола. Лоле копыта купили. Лоле копыта купили, да? Ой, копыта купили. Копыта купили, копыта. Все, все, твое копыто. Пуса. Все, у Лолы копыта есть. Да, Лола? Копыта, копыта. Вторая на передержку. Через неделю на другую передержку, так как у людей случился внезапный отпуск. Вот она бегает с якутским собачонком Милкой. Бесхвостую малышку взяла на кураторство передержка Наташа. Уже прооперировали и хвост, и кастрацию. Ну ты прям совсем, что ли, не хочешь с ними ни с кем? Что, они такие страшные? Ну какие они страшные. Ой, какие страшные. Красивый перс также на другой передержке, вольерный, где везде перенаселение. С удовольствием бы привезла к людям в квартиру. Собачки небольшие, славные, но люди не хотят менять что-то в своей жизни, ведь главная забота о себе, понимаю. Поэтому перенаселение. Друзья, если бы вы взяли заботу хоть по одной собачке, у меня была бы возможность заниматься основными проблемами основной массы имеющихся собак. В передержке нуждаются две небольшие собачки, килограмм по 10. Может, откликнется кто-нибудь из вас? Напишите мне. А сейчас я снова разрываюсь, не знаю, за кого хвататься. Нам всегда нужна ваша помощь и руками, и финансово. И на имеющихся в вольерах, и на вновь прибывших, якутских, краснодарских, которым не дали умереть. Друзья, помогайте, пожалуйста.